Госдуме предлагают присвоить борщевику статус карантинного растения. Этот сорняк не только захватывает пригодные для посевов, отдыха и стройки земли, но и вредит здоровью. Ожоги особенно опасны для детей и аллергиков. Так в поселке Нагаево в больницу обратился мужчина, который уничтожал растения на своем участке. Раньше борщевик использовали в качестве кормовой культуры, но теперь аграрии боятся рисковать жизнью, а жители частного сектора выпускать на улицу детей. Репортаж Максима Окунева. Собственно, вот дорога, вот борщевик, а вот наш дом. То есть, очень рядом. Его называют дягилем, медвежьей лапой или даже местью Сталина. Такой вот страх вызывает борщевик Сосновского по имени советского ботаника. Ядовитое растение колышется прямо под окнами жителей Нагаева. Анна Халилова больше всего боится за детей, которые могут играть на заброшенном поле. Бегают дети, и все-таки страшно, что они либо здесь могут толкнуть, либо там, не знаю, поиграться этими лопухами. А потом с этими ожогами, то есть там последствия достаточно страшные. И страшно, что за этим никто не ухаживает. Страшные химические ожоги получил сосед Анны, Иван Осипов. Мужчина купил земельный участок, заросший борщевиком, и решил самостоятельно очистить его от сорняков. Результат: волдыри размером с ладонь, температура под 40, 3 месяца лечения и реабилитации. Снял футболку, думал, позагораю, тут что-то трава летит на меня. Ну ладно, витамины. Вроде как покосил, солнце яркое было. Пошел к врачу, какие-то у меня были мысли, совершенно не связано, что это трава, кажется, такая. И знать не знаю, что такая трава будет ядовитая. В Россельхозцентре экстренно реагируют на любые сигналы, связанные с борщевиком. Если поступают жалобы от жителей, тут же обязывают местные власти уничтожить растение с корнем. Владельцы участков рискуют заплатить до $500 000 рублей штрафа, ведь последствия от растения, в отличие, скажем, от крапивного ожога, могут быть самыми плачевными, от реанимации до летального исхода. Попадая на незащищенные участки тела, вызывает сильные ожоги. На кожу. На кожу, да. На роговицу глаз, если попадают, соответственно, они вызывают слепоту и вдыхание, если, скажем, обострение дыхания, что может привести тоже к летальному исходу. Ну и сам сок тоже самого растения тоже очень опасен. Большое распространение борщевика связано с его высокой плодовитостью. Один куст по осени может сбросить до 80 тысяч семян, что легко разносятся ветром. А еще осталось очень много участков, где растения выращивали специально под приготовление силоса для скота. В советское время поля с борщевиком обрабатывали комбайны, подвергая механизаторов смертельной опасности. Уничтожение борщевика Сосновского возможно только с использованием специальных средств защиты. Это респиратор, специальные очки, перчатки. До этого растение не вызывало столь большой тревоги, ведь до конца 2015 года считалось кормовой культурой. И лишь 4 года назад оно было внесено в реестр сорных растений. Этому растению могут присвоить статус так называемого карантинного объекта. Это даст возможность активнее проводить на плантациях борщевика химобработку, но только не возле населенных пунктов, которые по-прежнему останутся в зоне риска. Сейчас в Госдуме предлагают не только наказывать владельцев частных земель за борщевик, но и органы местного самоуправления, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Максим Окунев, Юлия Нигматуллина, Дан Хамитов, Станислав Птица. Новости. Уфимский район.